Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Мы продолжаем наблюдать за ходом и итогами голосования в Якутии. В 8 часов вечера по всей республике завершилось голосование. Около 300 тысяч якутян стали участниками выборного процесса. Все 795 избирательных участков закрыты. Начался подсчет бюллетеней и составление итоговых протоколов голосования. На прямой связи с нашей студией находится наш корреспондент Саргалана Захарова. Она работает в участке в 17-й школе столицы. Саргалана, добрый вечер. Тебе слово. Да, добрый вечер, Влад. Мы сейчас находимся в школе номер 17. Здесь базируется избирательный участок номер 710. Это один из самых больших участков города. Ему присвоена категория 3. Это самая высокая категория. Здесь голосуют до 3000 и выше количество избирателей. Также еще до этого дня было прикреплено еще 213 избирателей, которые голосовали вне своего избирательного участка. А сейчас мы присутствуем на самом таком волнительном моменте, скажем, это открытие урн, и сейчас начнется подсчет голосов, самый ответственный момент. Так как здесь нет КАИБов, которые бы могли электронно, автоматически подсчитать бюллетени, поэтому весь процесс будет проходить вручную, и сколько протянется он, до часу ночи или до самого утра, мы пока сказать не можем. Влад? Саргалана, скажи, пожалуйста, были ли зафиксированы какие-либо нарушения, подключались ли к процессу наблюдатели? Здесь работали 5 наблюдателей, 1 от кандидата на пост главы города и 4 от парламентских партий. Мы с ними успели пообщаться, и, как они заверяют, нарушений, каких-то серьезных нареканий здесь не было замечено. Весь день прошел спокойно, люди приходили, голосовали, и никаких нареканий серьезных не происходило. Спасибо большое. С нами на прямой связи со студией с одного из самых крупных избирательных участков столицы республики была Саргалана Захарова. Что касается явки, то по данным на 18 часов в Якутии в ЦИК проголосовали 273 818 человек. Это 43,85%. В тройке лидеров Оленёкский район. Там активность избирателей составила 85%. Далее следует Анабарский и Верхневилюйский районы. Там, соответственно, проголосовали 75,70% и 73,40% избирателей соответственно. Сегодня якутяне избирали главу республики, 70 народных депутатов Илтумен, главу города Якутска, депутатов Якутской городской думы, 15 глав районов, депутатов в 22 районных советов. Предварительное подведение итогов состоится в 3 часа ночи. Следующий пресс-подход состоится уже завтра, 10 сентября, в 10 часов утра. Об этом сказал заместитель председателя Центризбиркома республики Иван Андросов. Сегодня проголосовали все 4 кандидата на должность главы республики. Айсен Николаев голосовал в избирательном участке в 33-й школе Якутска вместе с супругой Людмилой Николаевой. Это очень важное политическое событие. Выборов такого уровня давно уже не было. Я всегда говорю, что человек должен голосовать. Даже если ты выступаешь против кого-то, то ты должен пойти на выборы и выразить свои отношения через поддержку того или иного кандидата. К сожалению, некоторые есть люди, которые пытаются игнорировать выбор, говорят, что мы не будем ходить на выборы. Но в конечном итоге тогда уж не надо жаловаться, что у нас те или иные, например, развитие идет по другому пути, нежели кому-то хочется. Для того, чтобы ты выразил как раз свое мнение по пути развития республики, города. Как раз механизм выборов существует. Это самый демократический выбор. Такой, механизм, может быть, не самый совершенный, но более совершенный, пока человечество еще не придумало.
Свой гражданский долг выполнил и региональный лидер КПРФ, кандидат на пост главы республики Виктор Губарев. В 10 часов утра он пришел на избирательный участок в здании школы номер 25. Еще один кандидат на должность главы республики Гаврил Парахин от ЛДПР проголосовал в школе номер 23 города Якутска. Ну а в Мирном голосовал кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Богданов. Все 119 участков закрылись и в Якутске. Напомним, в столице республики зарегистрированы 193 тысячи избирателей. Кроме главы Якутии и депутатов Госсобрания, в столице выбирали мэра Якутска и новый состав городской думы. По данным на 18 часов вечера в столице проголосовали 77 тысяч человек. Это 39% от общего числа избирателей. На 20 участках явка перевалила за 50%. Добавим, на участках Якутска установлены 36 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Предварительные итоги выборов с этих участков станут известны уже ближе к полуночи. Первыми в Якутии из-за разницы часовых поясов закрылись избирательные участки Нижнеколымского района. Какие бюллетени подсчитали в первую очередь, каковы предварительные результаты в Нижнеколымском районе, нам по телефону рассказала Надежда Мороз. Это председатель Нижнеколымской территориальной избирательной комиссии. Первыми участковой избирательной комиссии произвели подсчет голосов по досрочным выборам главы Республики Саха-Якутия. В голосовании приняли участие 57,7% избирателей от числа избирателей, включенных в список избирателей. Голоса распределились следующим образом. За Богданова Владимира Николаевича проголосовало 4,38%. За Губарева Виктора Николаевича проголосовало 25,2%. За Николаева Арсена Сергеевича проголосовали 60,5%. За Парахина Гаврила Павловича проголосовало 6,47% избирателей. Далее избирательная комиссия производит подсчет голосов по выборам народных депутатов Республики Саха по партийному одномандатному округу и по республиканскому избирательному округу. Что касается нарушений на выборах, то заместитель председателя ЦИК Иван Андросов сообщил о 26 нарушениях. 16 из них поступили на сайт «Голос» и 10 напрямую в Центр избирком. По всем этим обращениям идут проверки. На 795 участковых избирательных комиссиях присутствовали 2635 наблюдателей зарегистрированных. Это от партий, от кандидатов, которые выдвинуты, и от общественных организаций. Работали 50 видеокамер. И журналистов, около 150 журналистов наблюдали за ходом голосования. К теме выборов мы еще вернемся в ближайших выпусках. Теперь к другим новостям. В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке открылась традиционная выставка «Улица Дальнего Востока». Это комплексный проект, призванный продемонстрировать участникам и гостям форума особенности регионов Дальнего Востока. Об этом сказал полпред Юрий Трутнев. Открытие началось с презентации видеоклипа о Дальнем Востоке, снятого в 9 его регионах в этом году. Кроме того, к открытию приурочили 5-минутный показательный полет истребителей Су-35С. Регионы оборудовали свои стенды в выставочной зоне. Один из самых оригинальных стендов у Якутии. Он оформлен в форме футуристической головы мамонта с торчащими из-под земли огромными бивнями. Уверены, что стенд привлечет внимание к инвестпроектам республики. Об этом рассказали представители делегации нашего региона. Напомним, форум будет проходить с 11 по 13 сентября.
Северо-Восточный федеральный университет подготовил 7 проектов для представления на этом грядущем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это проекты в области медицины, робототехники, нанотехнологий, испытаний в автомобилестроении. Готовится показать и проект биотехнологической альтернативы печени человека. Она поможет людям, у которых рак и цирроз. Обо всем по порядку и подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Кобызева. 21 век – эпоха наноматериалов. Список областей, где технология может повлиять на дальнейшее развитие, огромен. В лаборатории Северо-Восточного федерального университета создают морозостойкую резину. Состав – нанокомпозиты. За 7 лет десятки успешных проектов. Только на рынок выйти пока не удается. Нет такого механизма, который позволял бы нам выходить напрямую на производителей. Нужен хороший менеджмент, то есть нужен маркетинг, нужен... Это та область, где мы не разбираемся, мы научные работники. Одним из экспонатов лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов на выставке Восточного экономического форума является вот этот сайлент-блок для автомашины Toyota Land Cruiser 80. Сделан он из морозостойкой резины, выдерживает до минус 60 градусов. Себестоимость продукции от 120 до 150 рублей. В лаборатории готовы производить качественный продукт за небольшие деньги. Покажут во время Восточного экономического форума и наноуплотнители. Они зарекомендовали себя на городском водоканале. Аналоги изнашивались за 3 месяца. Вот мы установили их в апреле, и примерно уже прошло полгода, никаких протечек, ничего нет. Ну, думаем, еще, наверное, год продержится. Поэтому это увеличение срока службы, можно сказать, от 6 до 2 раз. Это колоссальная экономия времени и людей. Автономный поломоечный комплекс «Видроид» – еще один проект, который отправится на форум. Уникальная разработка проводит влажную уборку в автономном режиме, без участия человека. 3 промышленных прототипа уже прошли международную экспертизу в фонде Сколково. На данный момент робот спокойно ездит в помещениях 10 на 10 метрах. Если помещение больше, чем это, у него начинаются проблемы с позиционированием. В дальнейшем хотим разработать, чтобы он еще больше в помещениях ездил. Для этого нам нужно установить дополнительные датчики, мы этим занимаемся. Все хорошо. Внутри «Видроида» искусственный нейрон – запатентованная технология. Такого больше нет нигде в мире. Они работают как в компьютерной игре. Один робот убирает одну часть карты, второй убирает вторую часть карты, третий убирает третью часть карты. В реальном времени они передают информацию, и после этого они не наезжают на ту территорию, не убирают ту территорию, которая была уже предварительно убрана. Если у них не будет заложена, например, постоянная уборка в течение определенного цикла уборок. Еще один проект – испытательный полигон для автомобильных шин. Мировые производители автомобильных шин ждут открытия испытательного полигона в Якутии. Проверка экстремально низкими температурами – необходимость. Строительство площадки начали 1 августа. Здесь у нас будет создана основная производственная база с производственными мощностями, с условиями для растамаживания и хранения шин. Офисы будут, лаборатории располагаться, места для приема пищи и отдыха персонала. Испытания на территории Якутии позволят оценить влияние холода на шины. Республика не впервые становится полигоном. С 2012 года корпорация Bridgestone, мировой производитель автомобильных шин, проверяет продукцию на экспериментальной площадке в районе Хатынь-Юрякского шоссе. Очередные тесты начнутся уже через пару месяцев. В прошлом году они испытывали шины серийные, то есть которые были предназначены для Европы. Сейчас они, с учетом того, что они узнали про минус 40, то есть впервые они узнали, что значит квадратные колеса. И вот они выполняют сейчас шины именно для этих вот условий. И приедут в этом году уже испытывать те шины, которые на основании старых испытаний. Сегодня в Bridgestone разрабатывают линейку автомобильных шин с маркировкой «Испытано в Якутии». Эксперты уверены, каждый проект Северо-Восточного федерального университета уникален и обречен на успех. Главное, чтобы это поняли иностранные или российские инвесторы. Анастасия Кобызева, Александр Зубехин, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем. Сегодня дата выборов совпала с днем рождения города Якутска. Столица отметила 386 лет со дня основания. Весь день проходит целый ряд массовых мероприятий. Репортаж Кристины Якуповой.
Празднование Дня города началось со службы в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе «Праздничный молебен». Архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман провел крестный ход. Православные прошли до памятника Бекетова. Эта добрая традиция была восстановлена нами несколько лет назад здесь, в Якутске. И сегодня архиепископ Якутский и Ленский, владыка Роман, провел этот крестный ход, провел молебен здесь во здравие всех горожан, во имя процветания нашего Якутска. После состоялось возложение цветов памятнику Петру Бекетову, основоположнику города Якутска. 386 лет прошло с тех пор, как русские казаки ступили на якутскую землю. Тогда и был построен Якутский острог. И с этого дня принято считать днем рождения Якутска. В рамках праздничной программы провели концерт, подвели итоги различных конкурсов, приуроченных ко Дню города, а также чествовали золотых юбиляров и молодоженов Якутска. Несмотря на пасмурную погоду, здесь собрались десятки горожан. Для каждого этот праздник имеет свой смысл. Это праздник объединяет, я думаю, горожан. Что-то появляется новое в городе, это подводит итог за год, что сделано в городе. Новые объекты, новые скверы, улицы. Это все очень хорошо. Программа празднования Дня города традиционно обширна. В Старом городе состоялась выставка-ярмарка «Созвездие мастеров». Здесь собрались лучшие произведения талантливых дизайнеров, кузнецов, флористов, ювелиров и молодых мастеров других творческих направлений. Выставка очень хорошая. Вот с удовольствием ходим, пока смотрим только. Вот то, что люди сами делают, это очень интересно. Вот, например, магнитики, печати. Очень красиво, очень креативно и вообще прекрасно. Просто посмотреть еще, пока даже не знаю, что есть. В честь праздника. Ну да. Ну единственное, что вот уличные художники меня нарисовали. Много узнали, много увидели, приобрели. Этот день города запомнится жителям и гостям столицы выборами главы республики и народных депутатов республики в Государственное собрание Ил-Тумен, главу столицы и депутатов Якутской городской думы. Мы будущее России выбираем, поэтому это очень важно. Важность выборов, чтобы наш город расцветал, и чтобы не словесная была забота, а именно на самом деле. Выбор каждого гражданина России, республики. Я считаю, что от голоса каждого человека зависит наше будущее, наша жизнь. Праздничная программа традиционно завершится праздничным фейерверком в 10 часов вечера возле памятника Петру Бекетову. Кристина Якупова, Дюлус Иннокентьев, Георгий Григорьев, Якутск. На площади Ленина прошел фестиваль под названием «Якутск танцующий». Выступили лучшие коллективы столицы. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Ненастная погода не помеха. 11 лучших танцевальных коллективов порадовали горожан своими зажигательными танцами. Танцу все возрасты покорны. Наравне со взрослыми танцевали и детские коллективы. Подростковый клуб «Автобус радости» порадовал зрителей современными направлениями. Я сначала был новеньким, и меня сразу учили брейку. Потом я ничего не понимал, и меня помогали друзья, поддерживали, и я все это могу. Были и необычные танцы, трайбл, импровизация танцев в этническом стиле. Сочетает восточный танец живота, традиционные индийские танцы и испанский фламенко. Этот танец популярен абсолютно по всему миру. Он отличается, уникален тем, что он полностью импровизационный. И создан он вообще в Соединенных Штатах Америки. Полностью импровизационный, танцуется только в группе. И у него уже есть очень много разных ответвлений. Показать красоту танца помогают сагаты. Такой музыкальный инструмент может иметь разное звучание. От мелодичного звона до резких щелчков. Можно разные ритмы обыгрывать.
ну и так далее. Очень отрадно то, что в нашем городе работают, функционируют студии, школы для взрослых, для детей и радуют наших горожан. Танцевальные коллективы радовали горожан целый час. В ненастную погоду это оказался самый лучший способ согреться. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Чуть позже на площади Ленина состоялся концерт российского исполнителя, финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова. Артист исполнил для жителей столицы свои хиты «Необыкновенное» и «Небеса». Несмотря на дождь и пасмурную погоду, на площади собралась внушительная толпа зрителей. Прибыли выступить в Якутске и звезды проекта «Танцы на ТНТ». Конечно же, я хочу поздравить замечательную республику, которая огромная по своей территории и богата такими ресурсами природными. Я хочу поздравить каждого жителя республики Саха-Якутия с замечательным днем города, с главным праздником этого города. Хочу пожелать каждому самое главное здоровья, каждому любви, счастья. И пусть будут они всегда такие вот жизнерадостные, как я вот сейчас вижу, столько улыбок. К этой минуте это пока вся информация. Мы будем следить за ходом итогов голосования. Оставайтесь на нашем канале Якутия 24.